Неукоснительно соблюдать установленные стандарты этического поведения как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни должен служитель Фемиды. Так гласит Кодекс чести судье. В Конституции и в Кодексе чести судьям предъявлены высокие требования. Судья должен в своей деятельности руководствоваться только законом. Только законом. Это вот в соответствии с Конституцией, в соответствии с другими законодательными актами, такое требование к судье. Вот у нас есть принцип независимости судебной ветви власти, да? У нас часто говорят, судья должен быть независимым. Где речь не идет о том, что судья вот лично должен быть независимым, а судья должен быть независимым при отправлении правосудия. При отправлении правосудия судья должен руководствоваться только законом, Конституцией и на какими-то другими указаниями. Со времен обретения независимости общество регулярно задается вопросом, что нужно делать, чтобы судебная власть была справедливой, а ее решения были законными и прозрачными. Поздравляя служителей Фемиды с Днем работников судебной системы, президент Садыр Джапаров отметил имеющиеся проблемы в судебно-правовой системе, а вместе с тем и справедливую критику общественности. По мнению главы государства, стране нужна система управления, которая уважает и реализует верховенство закона, несет ответственность за экономические и политические реформы и, в первую очередь, несет ответственность перед народом. Адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Биздин сот системасынын азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес, мурда болуп көрбөгөндөй өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Буга биринчиден судьялар өздөрүңөр күнөөлөсүздөр. Ошондуктан урматтуу судьялар, бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Албетте бул сөздөр кесиптик майрам күнү анчалык деле жагымдуу эмес болушу мүмкүн, бирок тандап олтурууга убакыт жок. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапатырмак чечүүгө милдеттүүбүз. Слова президента сегодня созвучны и с мнением аналитиков. Эксперт отмечает, что из трех ветвей власти реформы и борьбу с коррупцией тормозит именно судебная система. В первую очередь требуется реформа именно в судебной системе. Вот вообще удивительные решения они иногда принимают. Первая инстанция выносит обвинительное решение, принимает, подает апелляцию, вторая инстанция отменяет. И вот на каком основании непонятно, потому что никто не имеет права вмешиваться. Вот такая круговая порука есть в этой системе. Поэтому надо вот этот узел разрубить и вот эту систему заново проводить, причем толковые реформы в этой системе. Иначе у нас никаких движений вперед не будет. Подрывают авторитет всей судебной системы и мешают справедливому судебному разбирательству также и другие факторы, такие как политическое вмешательство в судебные процессы, что сводит на нет независимость, тем самым пороча их честь перед обществом. Нарушая закон, судьи выносят заведомо несправедливые решения, говоря о необходимости проявления храбрости, воли и твердо противостоять любому давлению. Президент Садыр Джапаров заверил, что отныне никто из властей не будет давать судьям никаких указаний, гарантировав им независимость. Улан Касенов, Руслан Сабатаров, Ала-То 24.